школах Республики Коми ждут новые автобусы. По поручению президента из федерального бюджета выделено 10 миллиардов рублей на приобретение 4187 школьных автобусов. 30 машин отправят в Коми. 2 из них в Ухту, в школу номер 14 и гимназию иностранных языков. Почему они оказались так необходимы этим учебным заведениям, узнала Виктория Науменко. Старый пазик школы номер 14 поселка Водный вновь на ремонте. Здесь уже не считают, в который раз автомобиль приходится отправлять на СТО. А автобус для этой школы поистине не роскошь, а средство передвижения. Здесь учатся 12 ребят из соседних поселков Веселый Кут и Гордиель, где школы нет, и их каждое утро приходится привозить в Водный на автобусе. Часто ломается старый автобус? Да. А что тогда делаете, как добираетесь до школы? Нас папа подвозит. Глохнет часто зимой. В случае неисправности добираться приходится своими силами или заниматься дистанционно. А еще учеников школы номер 14 нужно периодически возить на олимпиады, соревнования, в музеи, на экзамены в Ухту. И на рейсовом автобусе это крайне неудобно. Поэтому о новом автобусе руководство школы просило ухтинскую администрацию не раз. Новость о том, что просьбу наконец выполнит, стала для всех большой радостью. Конечно же, мы ставили в известность управление образования и писали ходатайство о том, чтобы рассмотрели вопрос, как-то посодействовали, чтобы нам дали все-таки новый. Вот. Ну и, конечно, неожиданность. Мы не думали, что так быстро все решится, вот. Но очень радостная новость была. А Ухтинская гимназия иностранных языков, хотя и находится в черте города, в новом автобусе нуждается не меньше. Учебное заведение расположено на базе бывшего детского сада, и некоторых необходимых для типового здания школы помещений здесь просто нет. Нет у нас мастерских, нет у нас спортивного зала, нет у нас того, что есть в обычных стационарных школах, поэтому для нас автобус крайне необходимость. Например, уроки физической культуры мы проводим в арендованном спортивном зале. Дети должны подвозиться. Мало того, в обязательном случае мы их должны сопровождать. Детвора наши в обязательном порядке 2 раза ходят в поход в год. И летом, простите, весной и осенью. Это бывает в том числе и включает в себя и автобусный маршрут. Нынешний автобус на 24 места, приобретенный в 2014 году, мы, как и в 14-й школе, не застали. Он тоже на очередном ремонте, но и в исправном состоянии уже не слишком удобен. Это замечают и учителя, и сами дети. Новый автобус будет лучше. Объясню почему. Первое – это вместимость. 31 место, то есть изначально мы можем достаточно много детей перевозить. Комплектность классов у нас 28 человек, то есть иногда при подвозе детей в бассейн приходится делать 2 рейса. То есть это, конечно, не совсем удобно, но и с точки зрения затрат, бензин и все остальное время. Ждать новых автобусов ученикам ухтинских школ осталось совсем недолго. Сертификаты на автомобили директорам учебных заведений уже вручили, а сами машины поступят в Ухту в течение сентября. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.